в рамках наших подкастов мы продолжаем говорить об изменениях климата. И наш сегодняшний собеседник Владимир Коротенко, глава экологического движения «Биом». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Наталья. Очень приятно. Спасибо большое, что пригласили. А давайте для начала вы расскажете, что вы о своей биографии, о своей сфере деятельности, для того, чтобы наши подписчики понимали, что вы разбираетесь в этих вопросах. Вот я так получилось, что волей судеб, эколог по профессии, уже более, наверное, 30 лет занимаюсь этими вопросами. Вот первое образование у меня эколог-генетик. Вот я закончил наш биофак. Вот, потом закончил еще ряд международных программ, в частности, лидер в области окружающей среды и развития. Вот, но защищался по вопросам экологического сознания. То есть у меня есть степень. Вот, то есть у меня, получается, соединилась как бы биография и гуманитария, и значит, естественника. Поэтому в университете я веду и те, и другие лекции. Вот, и, соответственно, мы с коллегами вот где-то в 93-м году, то есть я еще учился на биофаке, и мы были молодыми студентами, вот, и только-только развалился Советский Союз, только-только началось вот это вот движение новых общественных организаций, и мы решили, что мы хотим заниматься именно охраной природы, вот придумали так, да, то есть как бы, и получается, что в 97-м году, то есть в 93-м начали как бы в это погружаться и были молодежным крылом экологического движения Лине. Это вот Царство Небесное Шамиль Джапар Шукуров его организовал, и мы как бы с ними работали и несем эту идеологию и логику вот в мир. А дальше в 97 году зарегистрировались сами, то есть это были молодые ребята, тогда были мы все молодые, сейчас у меня все практически профессора, то есть в тех или иных вузах, то есть это были биологи, химики, географы, то есть естественники, которые хотели заниматься вопросами охраны окружающей среды. Вот. И собственно говоря, получается, что как три таких, то есть гуманитарная сфера наук, да, то есть как бы естественно-научная сфера, и то есть я в принципе, вот, как бы у меня есть статьи международные, то есть мы читаем, то есть как аналитический центр, то есть, и в этом смысле сама наша организация Биом, да, он работает как, с одной стороны, как аналитический центр, да, такой экологический, в принципе, с неплохим именем даже в Центральной Азии, вот, а также мы ведем общественную, вот, деятельность большую, да, то есть как бы вот, и, наверное, я не знаю, есть ли такие проекты в экологической сфере, которые бы мы не делали. Вот я, наверное, скажу, чтобы уже как-то все завершить, вот эту первую часть, что сейчас последний проект, вот буквально мы делаем при поддержке Европейского союза фонда Конрада Аденауэра, мы в партнерстве, то есть это уже, почему мне важно сказать про эти организации, не только потому, что они нас вот, там, финансово поддерживают, но это еще идеологический такой момент и мировой, потому что мы сегодня будем разговаривать, мы не справимся, к сожалению, никто в одиночку не справится с теми вопросами, которые мы ставим. Поэтому мы вот говорим про в целом сохранение жизни, да, и вопросы вот биоразнообразия, климата, они касаются именно этого, да, и поэтому для нас важно, что мы находимся вот в партнерстве таком замечательном. С нами есть местная женская организация «Алга», вот с нами в партнерстве еще фонд Макса Планка, это организация мирового масштаба, да, то есть, как бы, которые... Но я почему про это говорю, потому что мне самому интересно, что мы еще как бы взяли один рубеж, это экологические права. Потому что, как бы надо выходить из сферы своей узкой науки, да, про науку, я надеюсь, мы сегодня где-то успеем сказать, да, то есть, как бы, но я понимаю, что все больше и больше от химических формул и каких-то газовых составов, о которых тоже надо, конечно, говорить, да, то есть надо смотреть вещи мировоззренческие и управленческие, и, соответственно, вещи, связанные с, правами человека, да, скажем. Все понятно, в вопросах разбираетесь. Давайте очерчим сразу такой достаточно узкий круг, который сегодня мы поднимем в рамках нашего интервью. Мы говорим об изменениях климата, и одним из самых естественных способов сохранения, противодействия изменению климата считается сохранение устойчивого биоразнообразия, если я правильно употребила этот термин. Вот давайте для начала просто объясним, что такое биоразнообразие. Можно вас только поправлю, это совершенно новый концепт. То есть вот когда вы это скажете, что это естественно и порядочно, то есть это, естественно, вот 2 последних 3 года. То есть до того это не считалось Нет. естественным? Самая интересная точка – это 70-е годы, я начну. То есть как бы вообще надо по-хорошему летать
с Гагариным. Вот когда мы увидели Землю как планету и увидели, что там на самом деле ничего такого божественного нет, да, есть какая-то, ну вот вакуум, звезды и так далее. То есть вот это важная тоже такая мировоззренческий переворот, да, то есть как бы, потому что он запускает те процессы вот экологические, которые, собственно говоря, вышли и в климат, и в там, биоразнообразие и так далее. Вот в 70-е годы, значит, идет знаменитый доклад Римского клуба о том, что пределы роста будут, что у нас не хватит ресурсов. Экономически, заметьте. То есть это экономически, да, там фигуры Медоуз, Аурелио Пичей, ну там и Данелло. Вот, то есть супруги Медоуз, да, то есть и так далее, Форестер, вот вопросы ресурсов поднимаются, но экономические пока. Почему мне это важно? Чтобы вы понимали, что все экологические конвенции выросли так или иначе из экономических отношений, политико-экономических отношений. Потом они доращивались большим пониманием. И то, что вы просто сказали, вы извините, большая умница, что вы понимаете, как оно устроено, но это уже передовая наука. А все-таки вначале о чем люди договаривались? О том, чтобы не воевать. Ну, постарались, это вот тогда конвенции, получается, о безопасности. Мы их сегодня... Нет, о другой безопасной, о военной безопасности. А мы хотим показать вам, что есть целый ряд конвенций, договоров международных, вот этого как бы понимания элитами, да, скажем так, мировыми того, что такие вопросы есть. Это очень нетривиально то, что я сейчас говорю, потому что действительно это не касается каждодневной жизни, как и климат, собственно говоря. Извините, мы с вами погоду видим, да, мы живем с погодой, но климат — это обобщенное, сложно организованное понятие. Понимаете, да, то есть это и там совершенно другие, ну, как бы типы обобщений. Ну вот, я все-таки вернусь, значит, к 92-му, и в 92-м в Рио, то есть вот 70-е, там ряд конференций, это интересный политический процесс, может быть, когда-то мы про него поговорим, но здесь важно понять, что был вот этот 92-й год, и в Рио-де-Жанейро собрались мировые лидеры, и мировые лидеры как бы стали понимать, что кроме того, что мы говорим о ресурсах, потому что были подписаны там химические конвенции, такие-то конвенции, понимаете, да, то есть вот я говорю, разного рода, это можно рассматривать, но главное, что они вдруг стали говорить о том, что, оказывается, мы нарушаем природную среду. И появляются вот три знаменитые конвенции Рио. Конвенция о биоразнообразии, конвенция об опустынивании, особенно в странах Африки. То есть это опустынивание, понятно, о почве. И конвенция о климате. Вот, собственно говоря, которая доживает. Но я вам еще одну точку скажу. Вот в климатической конвенции знаменитые все слышали про Киотский протокол. Киотский протокол вообще не про биоразнообразие. Извините, Киотский протокол это просто про углерод и так далее. А вот уже в Париже, вот 2015 год, вот недавно, ну просто в конвенциях эти протоколы и механизмы называются по местам, где они, ну чаще всего, да, там Картахенский, там вот в биоразнообразии, например, Нагойский и так далее. Ну вот у нас по Парижу и как вот его все знают, да, то есть он поменял это основание, да, и вот смотрите, что было придумано, было сказано о том, что, во-первых, вот вся проблема, вот вы тоже поймите, мы с вами в 2024, да, а только в 2010 году в Канкуне мировые лидеры договорились о том, что все-таки изменение климата происходит по вине человека, понимаете, да, вот до Канкуна это все был огромный политический, научный процесс, который дикий, вот, я не отношусь к части процесса с климатом, да, то есть как вот мирового, ну, в смысле, отношусь, конечно, но просто как ученый я больше участвую в процессе биоразнообразия, хотя просто на этом тоже сказать, не так много людей в Центральной Азии участвуют вот в этих вот докладах мировых. Вот мы, Царство Небесное, с Эмиль Джапарычем писали мировой доклад по биоразнообразию, понимаете, да, то есть вот такой же, как МГИК, все знают доклады по изменению климата, такие же процессы идут по биоразнообразию, да, мир обобщает. Снова мне доказали, что вы можете говорить на эту тему, но мы так и не дойдем до того вопроса, что такое биоразнообразие. Я скажу, что такое биоразнообразие, но вы поймите, что здесь надо как бы вот увидеть, что процесс, да, то есть как бы он носит несколько параметров, да, то есть смотрите, наука с одной стороны, политика с другой стороны, экономика с третьей, да, то есть и это всегда появляется совершенно разные. И мы люди где-то вот... А вот где мы люди, это большой вопрос, на самом деле. Чаще всего мы вот выпадаем из всех этих процессов, и, к сожалению, даже из науки. Вот, значит, давайте под биоразнообразием, да, действительно, но для меня это настолько привычный термин, да, что я даже, спасибо, что вы меня останавливаете. Собственно говоря, это все живое на Земле, то есть как бы те живые организмы, которые можно назвать живыми. Да, я просто, знаете, сейчас вообще новое понятие появилось, может я вам еще тоже дам, и коллегам из этого вообще, называют холобионты.
Почему? Помните, у нас, то есть целостные организмы, то есть все, что целостно, это биоразнообразие, да, то есть но под биоразнообразием понимаете, например, культуру тканей, понимаете, да, культура тканей это не совсем организм, но в понятие биоразнообразия она входит, то есть это, значит, все, что, и, например, генетические какие-то там модификации, понимаете, да, то есть они тоже попадают, то есть это, соответственно, вся совокупность, как ты ее там соберешь, эту совокупность, это некоторая совокупность живого. Так что, в принципе, тут и очень важно слово разнообразие, потому что принцип устойчивости, он близок вот к этому разнообразию. Чем более устойчивый, чем более разнообразный, тем более устойчивый. Хотя не во всех случаях. Если вы меня спросите, я тоже про это могу рассказать, потому что там современные изменения по-другому это трактуют. Но, тем не менее, устойчивость, да, то есть много жизней, и она разная. И это биоразнообразие. В свою очередь, биоразнообразие способствует сохранению, противодействию изменению климата, и изменение климата влияет на... Да, это абсолютно правильный тезис, но здесь не история курицы и яйца. Все гораздо интереснее. Да? И если вы посмотрите в школьный учебник, еще там 80-х годов по биологии, вы увидите, что жизнь, представляете, я сейчас прыгаю вообще в мировую, то есть жизнь проходит 3,6 миллиардов лет назад. Они так писали, вот нас с вами еще так учили даже. Ну да, вот это еще наш вот учебник. Я понимаю, да. А вот в тот учебник, который мы уже пишем, и который сегодня вообще, например, вот здесь, да. Здесь, уже. Например, да, есть вот такая глава. Я эту ссылку не дал конкретно. Биоразнообразия. Есть. Это знаете, где есть? Сейчас, если по-честному, это есть в курсе, который мы сделали для учителей естествознания сейчас с зелеными навыками. То есть да, это есть. Но я хочу цифру другую назвать. 4,5 миллиарда лет. Вы представляете разницу? Миллиард лет разница. А разница чего? Когда произошла жизнь? Практически сразу за Теей считается, что... То есть, причем это вот Стэнфордские подтверждают ученые, там еще рядом. То есть это не фантазия уже, понимаете? Вот очень важно, что это не мнение. Знаете, вот этот момент, который я хочу... Помните, греки еще разделяют... Конечно, помните, что мир по мнению, мир по истине, да? Вот проблема в том, что то, что я рассказываю, стараюсь вам рассказать, это уже тот мир по истине, то есть как температура кипения воды. То есть мнение, собственно говоря... А вот до 2010 года было по мнению в климате, понимаете, да, как вот этот момент, он очень такой краеугольный, потому что одни ученые говорили, что это там ось, космос, еще чего-то, оледенение, другие там еще чего-то. Я могу каждый дискурс, сейчас не важен, потому что все-таки договорились, антропогенный фактор важен. Теперь, значит, причем здесь биота? Опять же, причем здесь 4,5 миллиарда лет и 3,6, да, вот. Проблема в том, что жизнь практически считается, что с планетой была всегда. Представляете, какой совершенно другой смысл этого. Всегда с нашей планетой была жизнь. Собственно говоря, это и Вернадский открывает. И жизнь всегда преобразовывала среду. Понимаете? Поэтому, скорее всего, в ситуации курицы и яйца жизнь это и есть тот самый краеугольный камень, который преобразовал среду и создал тот климат, который у нас есть. Понимаете, да? Конечно, там есть система обратных связей, иначе бы это все не работало, потому что, в открытой системе, да, здесь нам надо говорить о принципе систем, то есть, вот это взаимодействие, оно в этом-то и суть, да? Но проблема в том, что живое преобразует среду. Я вам еще один пример скажу. Он очень может быть красочным, если его там показывать. Мы можем показать даже картинки. Например, мы покажем Марс. Вы в данном случае представим себе Марс, Венеру и Землю. Как-то представляем. Красная, такая беловатая Венера, да, то есть и наша золотисто-голубая Земля, да, то есть Так вот, если мы посмотрим на термодинамические, есть такие параметры состояния, в школе мы тоже учили, то есть наиболее энергетически выгодные состояния атмосферы и воды. На Марсе очень жарко, вода практически следы, кислорода нет, азот и какие-то добавки в атмосфере. Да? Но важно, что жарко. На Венере холодно. На Венере жарко, на Марсе холодно. Извините, я в другую сторону пошел в голове. Но важно, что все в ледянистом состоянии, да? То есть на Марсе, соответственно, на Венере в жарком. И пары углекислого газа, и пары в следовом состоянии, а в основном это азот и окислы. И серные окислы. Да? То есть почему я про это вам говорю? Потому что, смотрите, наличие неокисленных вещей, да, то есть в атмосфере, то есть свободного азота, свободного кислорода, это достаточно аномальное, то есть состояние. Почему аномальное? Потому что все должно быть в наиболее таком явном термодинамическом состоянии. То есть оно должно дойти до какого-то, как мы его называем, энтропийного предела, да, то есть некоторого состояния.
Так вот, значит, ученые НАСА, и Земля, по идее, должна была быть либо Марсом, либо Венерой. Ученые НАСА стали задумываться, да, то есть о том, что это сделали, и единственный механизм, который нашли, это жизнь. Понимаете, то есть, собственно, жизнь создает вот эту механику и преобразует среду. Вот. Сегодня мы в своих уже работах и вот дальше уже пошли как бы в этом, как бы можно сказать, что тезис «жизнь создает условия для жизни». Климат – это условия жизни, понимаете? Вот это вот интересное вот это вот переплетение. И сегодня это уже перестало быть гипотезой, то есть это уже переросло в теорию. Да, и теорию, например, вот вслед за Вернадским, это тоже, кстати, очень интересно, что это постсоветская, ну, собственно говоря, Россия, да, то есть как бы вот профессор Горшков, он сам по себе физик-атомщик, заметьте, но стал изучать механизмы биотической регуляции. Он знакомится с нашим вот профессором, учителем Эмиль Джапаровичем Шукуровым, это интересно, на какой-то из международных конференций. Почему я рассказываю эту историю? Потому что она предопределила 20 лет назад, Эмиль Джапарович нас знакомит с этой теорией, и мы начинаем в ней как бы двигаться, то есть как бы мы всю свою деятельность, вот я же, помните, сказал, тут наука, и у нас есть еще там экологическая деятельность, и мы всю свою деятельность перестроили в связи с этой теорией. И замечательно получается, понимаете, да, то есть мы перестали заниматься вопросами частностей, а смотрим на очень большие системы. То есть, собственно говоря, жизнь как жизнь, да. И все же, зачем важно сохранять вот это биоразнообразие? А потому что ничего другого механизма нет. Просто его важно сохранять именно потому, что мы должны остаться живыми. Очень простой ответ. Знаете, тут есть такой французский аналитик, обычно все про Фрейда говорят, но я очень люблю Лакана. Да, то есть, как бы, вот, у него есть удивительная теза. Он говорит, кошелек или жизнь, выбора нет. Ну, на самом деле, никакого выбора у тебя нет, потому что ты не живой. У нас нет выбора. Мы не можем существовать вне экосистем. Понимаете, здесь вот мы в медийном пространстве находимся, да, это интересно. Медийное пространство сегодня изменило вот эти представления, понимаете, да, то есть, например, мы же уже слетали с вами на край галактики с Марвелом, да, то есть там оказались где-то со «Звездными войнами», но, понимаете, проблема в том, что ничего подобного не получилось. То есть у нас нет кораблей, ну, то есть мы ненадолго выходим и возвращаемся, но ничего подобного в биосфере не произведено. И особенно вот этот фильм «Вспомнить все», я всегда про него тоже рассказываю, то есть когда там нажимают на что-то, там аппарат, вот это механистическое представление, оно очень сильно засело в головы, да, что мы нажимаем, ну вот какие-то там инопланетяне, и атмосфера создастся. Поймите, вот этим аппаратом, который создает атмосферу, то есть он ни разу не аппарат, это нечто другое, это сеть жизни. Вот так вот этой сетью жизни, да, то есть являются эти живые экосистемы, которые, собственно говоря, и создали ту среду, в которой мы с вами можем жить. Потому что на самом деле нам жить очень трудно, вот в среде, понимаете? Мы многоклеточные организмы. У нас, нам надо, чтобы доставить, вот понимаете, нам надо внутренним, вот вы просто в голове представьте, что вот эти внутренним клеткам им надо еще жить, питаться и, ну вот просто, то есть это не слой каких-то вот бактерий там, да, то есть где-то на пленочке, понимаете, там проще из среды брать питательные вещества. А какое же количество усилий, энергии надо затратить, чтобы доставить эти питательные вещества и дыхательные, там вот, ну, кислород в данном случае, да, до внутренних клеток. И эти параметры, да, могут быть только благодаря белкам, то есть мы белковая форма существования, это правда, вот, ну, как и говорили классики, да, то есть, но проблема в том, что этот белок, он существует в очень узком параметре, и в этом параметре должна быть вода в 3 агрегатных состояниях, и средняя температура, та самая плюс 15 градусов, понимаете, которая и есть таинственный вот этот вот параметр климатический, да, то есть как бы плюс-минус 2 градуса, это не точечный, это параметр средней температуры по больнице. С одной стороны смешно, да, вот мы с вами, ну, как бы можем сказать, ну что, мерить среднюю температуру по больнице. Но я вам другое скажу, что при этом, например, во время ковида, если вы померяете среднюю температуру по больнице, вы можете сказать статистический процент того, кто находится в критическом состоянии. Не конкретно Васю и Петю, Джергал и там кого-то еще, понимаете, да, а вообще в целом сказать, что если вы соберете всю температуру ну, то есть среднюю 36,6, а если она у вас какой-то другой параметр будет нести, значит здесь есть проблема, понимаете, да? А зачем мы боремся вот за конкретное... Градус, да? Нет, мы сейчас про биоразнообразие, например, да? Вот Китай вкладывает огромные усилия в сохранение вот этих панд. Условно говоря, ну, давай там, неважно, амурские тигры, снежные барсы. Ну, одно единственное... Это ошибка.
Можно я сразу вам скажу? Да. Не надо ну, то есть, давайте так, здесь человеческий фактор играет. Что надо сохранять? Давайте я сначала отвечу на этот вопрос. Вот таким механизмом, таинственным, да, то есть образование жизни является живая, развитая экосистема. Опять же, пойду в учебники. В учебниках говорят совокупность биотических и абиотических факторов. Все правильно. И не было размерности экосистемы. Понимаете? Ну вот в классических. Сегодня мы добавляем, что и это очень важно, кстати, это добавление Эмиля Джапаровича, тоже наше, что это совокупность абиотических, биотических факторов находится на определенной территории и может воспроизводиться вечно. Представляете? То есть экосистемы — это практически вечные образования. Вот когда только покладется фактор времени, то все меняется, потому что никакая панда и никакой барс, он не вечен. А вот экосистема, которая создает барса или поддерживает его существование, да, и экосистема, которая поддерживает существование панды, она, ну, как бы, она может жить долго-долго-долго, если, опять же, параметры какие, если мы ее не нарушим. Или что-то ее не нарушит. Вообще, как бы, вот теория биотической регуляции, то есть эта экосистема, они создались вот эти миллионы, там, миллиарды лет существования, и они преобразовывали среду под себя, изменяли среду, и вот все, что у нас есть, это среда, созданная тем цветковым, ну, как бы, сообществом растений и животных, которые вот сейчас есть, да, то есть, и вообще считается, что экологическая проблема, помните, я не зря сказал про 70-е годы, потому что считается, что мы потеряли в 70-е годы 60% экосистем суши. То есть мы потеряли механизм, да? Мы говорим глобально. Глобально, да. Потому что тут, к сожалению, придется все время говорить глобально. Здесь границы не имеют никакого значения. Простите, вот вообще это же наша фантазия. То есть это вот воображаемое сообщество, как по Андерсону, понимаете? Я еще сейчас одну точку просто покажу, что вот этот механизм потерян, и другого нет. И я, например, ну, извините, со мной часто этот дискурс говорят, что верите ли вы в то, что... То есть в человечество я верю, вот это важно, в дух там и так далее, но в то, что мы техногенно решим ситуацию, нет. К сожалению, или потери будут такие невероятные, понимаете? То есть вот что пытаются сделать экологи? Мы пытаемся этот переход смягчить. Поэтому дискурс о том, что надо сохранить эти экосистемы, как механизм поддержания жизни, потом... ну, собственно говоря, думать как... То есть там как раз два направления этих и есть. Вы, наверное, слышали адаптация, если у вас были коллеги, и митигация. Да, адаптация — это уже адаптировать те сообщества к тому, что разрушилось, и там изменилось, и потекло, и так далее. Что тоже мило и трогательно, потому что в одном месте на самом деле будет холодно, в другом месте будет жарко. И проблема нас... Вот о чем вообще, когда мы говорим об изменении климата? В первую очередь надо говорить о колебаниях. О колебаниях вне пределах тому, к чему человечество уже готово. То есть, как бы это будут колебания ветра, температуры, влажности, понимаете, да? То есть были вот такие колебания, и мы привыкли к ним. Вот мы же к сезонным колебаниям, в принципе, как-то приспособлены, у нас дома есть, вот, понимаете, батареи, масса. А если эти колебания выходят за пределы, как вот это произошло, например, там в той же Испании, да, понимаете, да? То есть реки взяли и вышли из берегов. Колебания, то есть до этого они выходили, но колебались в одном диапазоне, понимаете? А тут они начали колебаться в совершенно другом диапазоне, и мы оказались не готовы. Вот пример адаптации. Но есть и другое, это пример митигации, того, что восстановить леса, потому что биотическим регулятором являются три вещи. Леса, луга и болота. Ну, про болото мы вообще мало чего понимаем и разговаривать не хотим. Хотя вот эта история, когда вокруг Москвы жгли торфяники, в 80-е годы экологи говорили, я был тогда еще, я уже тогда занимался. Я говорю, не лезьте в болото, будет безобразие, все погиб. Ну вот, нет, осушили, потом все горело и так далее. Но это только одна функция, потому что на самом деле функции у биоты гораздо больше. Вот. А мы говорим про все-таки леса и вот сильные луговые сообщества, да, потому что во многих вот леса-луга, да, то есть они выполняют свою экосистемную функцию. И на ваш вопрос про панду и барса, да, ну, для нас барс хорош, условно, да, он, значит, является индикатором. То есть это для нас, нам удобно. Мы же с вами эго, мы же с вами я, и мы всегда этот, извините, лик ищем и на небе, да, божественный лик, ну и где-то вокруг мы тоже, это у нас от природы заложено, да, то есть мы, чтобы с мамой установить контакт, у тебя должно быть вот эти, как они там, зеркальные афферентные нейроны, да, то есть должны вот это создать. Понимаете, мы тоже находим лик экосистеме. Вот я что вам хочу. То есть панда, и это лик этой экосистемы, это который... лакмусовая бумажка, да? Индикатор, да, ну пускай будет, да, лакмусовая бумажка. Но смотрите, вот панда меньше. Вообще таким вот, мы считаем, то есть вот та школа, к которой я принадлежу, мы считаем, что вот этим вот высшим существом, вот здесь, кстати, как раз можно показать про, вот это будет замечательно, про экосистемы. Потому что мы как раз разработали
ну, как бы такую детскую достаточно картинку, но она зато вот это то, что вы как бы спрашиваете, очень хорошо показывает. То есть экосистема, которая нормально функционирует, ее как бы вот индикатором, да, или вот как вы говорите, лакмусовой бумажкой является высший хищник. Вот. И вот для барсовой экосистемы это вот, пожалуйста, барс, видите, и вот они все, то есть он регулятор этого всего. Убираешь это звено, эти начинают прогибаться, убираешь нижнее звено, этот погибает. Понимаете, это все завязанная система. Вот. И точно так же, смотрите, мы сделали это для всех наших экосистем, для ракоплодных. Вот. Панда в этом смысле, он не высший хищник, вот это очень важно понимать, поэтому он в среднем звенит. И поэтому, на самом деле, его погибли еще хуже, потому что, но для нас он прелестен, понимаете, да, вот для человека он чем-то мил, прелестен, и поэтому, конечно, мы все берем панду, вот ВВФ взял, да, Фонд охраны дикой природы, с которым мы сделали даже словарь, да, вот видите, у них панда на этом, вот эмблеме, вы спросили, да, эмблеме. Ну, потому что он нам мил и прелестен, понимаете, хотя на самом деле... деле... Потому что его хочется защищать. Ну вот, да, в отличие, например, какого-нибудь комара. Да, или лягушки, не дай бог. Ну вот лягушки, да, тоже. Хотя в фильме «Мария Марабелла» они говорили, что лягушки тоже полезны. Так что тут, знаете... Конечно, конечно. И всегда можно царевну найти. Так что, видите, у меня немножко другая... Вы знаете, даже в свое время у нас был такой странный эффект, вот просто как бы в организации, потому что вы знаете, что биологи делают острые опыты. У меня целый ряд ребят, то есть не только Грета Великая там стояла на... Мы тогда подказывали сделать свои... Почему я диссертацию-то поменял? То есть свои работы, потому что мы не захотели делать эти острые опыты и отрезать лягушкам головы. Потому что вся биология строилась на этом. Крысе отрубить, что-нибудь хвост померить и так далее. А мы сказали, нет, давайте живыми оставим. И это был такой, знаете, протест. Вот еще в 90-е. Вот внутри. И я поэтому поменял специальность. То есть я не стал делать генетический опыт, потому что мне надо было около 500 животин убить просто, понимаете? Ну, чтобы сказать, как они устроены и так далее. Вот поэтому... Да. Вот смотрите, мы же сказали о том, что да, у нас нет выбора. Мы либо защищаем, либо... Не, ну просто, понимаете, мы не нужны... Вот опять же Вернадский, можно вот еще один момент скажу. Он же жуткие выводы делает. Он говорит о том, что, ну вот есть биохимические функции, там, да, то есть их несколько там, да. И проблема в том, что ни один организм не может выполнять все биохимические функции. А для того, чтобы мы жили, мы должны... Они нас все обеспечивают. Понимаете, газовая, концентрирующая, окислительно-восстановительная, вот азотная и так далее. И он говорит, что высшие животные не нужны для осуществления биотических функций. Понимаете? Мы, собственно говоря, аномалия. И нас природно... Просто, ну, мы аномалия с духом, мы аномалия с ликом, мы аномалия с символическим порядком. То есть от нас только вред один? Ну, не вредный. Нас просто много. Вот можно, извините, скажу, что нас стало много. Мы настолько за счет своего вот этого... Вот что мои учителя всегда говорили, где вот этот противоречие? Потому что это и Арон Абрамович Грудные, Эмиль Джапарович Шкуров. То есть какой регулятив? Вот у животных, да, вот в тех экосистемах, у барса, у панды и вот у всей той штуки, которую мы не очень любим про нее разговаривать, но она есть, включая вирусов. И, кстати, у нас с Эмиль Джапаровичем одна из работ была, да, мы смотрели значение вот сейчас просто тех самых паразитов, да, то есть, как бы, вот, например, там, клещей. Ну, противнее ничего не придумаешь, да, то есть, как бы, в целостности биогеоценоза, ну вот экосистемы, потому что они переносят генетическую информацию от одного вида к другому. Понимаете, как интересно? Пьют кровь одного и другого, и в этом смысле задают некоторые тональности вот генетических информаций. То есть, почему я так вам рассказываю? Потому что экосистема это завязанная, очень сложно организованная, постоянно работающий механизм. Да? То есть это, в этом смысле это функция. Это никогда не отдельное дерево, понимаете? Да? Это никогда не отдельная травка. Это функция по обеспечению биотической регуляции. Так вот, проблема в том, что если мы нарушаем эту функцию, кто-то, существо, нарушает эту функцию, оно погибает. Это нормальная природная регуляция. Понимаете, да? Вышел за функцию, погиб. Ну и дальше, и выживают только те, кто... То есть вот он естественный отбор, а мы-то с вами нет. Вы же помните, у нас же половой, у нас же человеческий отбор, мы же люди. И вот мы вышли в другой регулятор, мы вышли в культурный регулятор. А культурный регулятор, экономический, политический и так далее, нечувствительный к природным, понимаете? И получается, что нам сейчас для того, чтобы выжить, надо вставлять эти регуляторы, вот эти подушки безопасности, да, регуляторы в наши типы деятельности. Я верю, что это мы еще можем сделать, но есть коллеги, которые не верят, если вы хотите здесь узнать. Заботиться вот об этой экосистеме у нас, как у высшего. Большой? Это наша обязанность? Или у нас право есть жить в комфортной окружающей среде?
Не знаю. Можно скажу? Здесь опять же разные школы. То есть, ну вот честно, я могу свою позицию сказать, да, можно так? Потому что я глобально не знаю, как оно должно быть, вот, но я знаю, что надо делать для того, чтобы мы выжили. Вот это вот другой вопрос. А как, какая нормировка, понимаете, вот, потому что тот объект, который вы сейчас, просто я попадаю сразу внутри себя, да, в дискурсы Бадью, Латура и так далее. Понимаете, вот новые объекты, потому что Латур как раз таки, извините, вот он недавно скачался, но он же и строил эти семантическое, то есть объект другой должен быть, природа человека, антропоценоз, понимаете, да, то есть как бы в этом смысле мы не то есть нам удобно себя выписать из этого, но на самом деле нам надо обратную сторону сделать, нам надо вписать. То есть смотрите, я к чему говорю, никакого, это она о нас заботится, понимаете, вот в чем проблема, это никакого нам надо не трогать. Ведь наша цивилизация, это проблема, посмотрите, нашей цивилизации 200-300 лет. Когда, на что мы наткнулись? Ну вот я не про цивилизацию как цивилизацию, я про вот эту цивилизацию, которая вот с электричеством, понимаете, да, то есть к которой мы привыкли. Вот к которой мы привыкли, вот про комфортную жизнь, вы же про это говорите, да, то есть можно ли? Чтобы из окна не дуло. Ну, вообще, чтобы окно было. Да, и светло было тогда, когда я этого хочу. Правильно. Она построена на том, что природа, вот согласно теории биотической регуляции, хотела спрятать. На углеводородах, то есть это был огромный энергопотенциал, который природа его спрятала, оно же не впользуется в этом, в цикле. Понимаете, как интересно? То есть в естественном цикле эти углеводороды спрятаны. Понимаете, да? И вода, как ни странно, согласно этим вещам, это является вода в континенте, да, то есть это, ну, как бы вторичная функция биоты, понимаете? То есть реки образовались именно потому, что есть вот в этой теории биотической регуляции, я могу про это рассказать, но лучше, если вы покажете здесь биотический насос, и мы покажем Biotic Regulation.ru, да, там прямо это показано, как с моря вот эти вот биотические механизмы, то есть леса закачивают влагу в центр континента. Представляете, как интересно? То есть и вот эта вот влага оттуда приходит, потому что в центре никакой влаги не должно быть. Сухо должно быть, понимаете, да? То есть как бы, это нормальная термодинамика. Но что-то ее закачивает, понимаете, что-то изменяет, понимаете? И поэтому вот здесь у меня, к сожалению, наверное, да, вот у меня это высокомерие по отношению к природе нет. И преклонения такого вот слепого, да, то есть просто ты понимаешь, что ты без этого не выживешь. Точно так же, как вот знаете, сейчас работы, например, вот огромные про микробиом. Да, вот живота. Ну вот там прекрасный кишечник и так далее. Если вы еще не знаете, то зрителям можно будет это сказать. Это очень интересно, потому что на самом деле в нас очень много дополнительной генетической информации. И если мама, вот помните про вот это, ну вот вы же мама, да, то есть вот все мы этом знаем дискурс про кормление, ну я папа, да, то есть мы вот знаем дискурс про кормление. В какой момент надо остановиться кормить. Очень важна вот эта последняя ложка, да, то есть молозиво и так далее, которая мама дает, потому что там иммуносистема, которая позволяет хорошим бактериям выжить в нашем, извините, животе, ну, у ребеночка, понимаете, да, а плохим не запастись. И вот сейчас современные израильские исследования, Стэнфорд, я слежу за наукой мировой, да, то есть как бы об этом говорят, о том, что оказывается вот этот вот первый биоценоз, который образовался, биоценоз в кишечнике, не экосистема, конечно, вот как мы говорили, на территории, но в конкретном локальном месте, да, вот этих микроорганизмов предопределяет практически всю твою жизнь, и начиная от всех болячек, заканчивая раками, извините, и так далее. Конечно, среда здесь тоже имеет значение, понимаете, но и твой внутренний вот этот состав. Первый шаг крайне важен. Да. И что делать, чтобы жить долго и счастливо? С биоценозами? Ну, на самом деле... Вообще, ну я так поняла, что иначе... Понимаете, здесь надо... Выхода нет. Вот я думаю, что на самом деле в системы и права, и особенно экономики, потому что на самом деле самая жесткая история – это экономика. Мы извлекаем. Я не хочу вот говорить, вот эта экономика, экология, это человеческая деятельность, да, то есть как бы, когда человеческая деятельность строится после Возрождения, ну мы все в греческой парадигме так или иначе живем, да, то есть как бы вот она, ну здесь, китайская к нам как-то проникает, ну тоже с трудом. Вот, я просто хочу сказать, что вот этот момент противостояния хаоса и космоса, да, то есть который человек себе, мы же приписываем себе, что мы вот такие правильные, мы уже космос, там вот где-то хаос. Вот проблема в том, что живая природа – это не хаос. Вот это надо. Это непонятный нам космос. И вот это совершенно другая трактовка, понимаете, да? То есть, как бы, если это непонятный тебе космос, который ты еще не познал, и, собственно говоря, вот этот элемент заботы о нем
и так далее. Ну, заботы, наверное, хорошее качество, но где заботятся, там же и по пупке дают, извините. То есть, как бы тут такая двоякая ситуация. Я бы не брал вот это высокомерие, ну, извините за мою метафору, да, то есть, но вот здесь такая, вот это все древнее нас намного. Наша цивилизация гораздо, то есть надо себя разместить в правильных системах координат, первое. И если ты размещаешь себя в правильных системах координат, да, человечеству, себя, это я сейчас не говорю конкретно вам, нам с вами, хотя тоже бы не помешало, но мы говорим про человечество в целом, то есть вот это размещение в некоторых правильных системах координат, да, как бы тогда функции деятельности, которые есть, да, то есть там вот люди должны что-то делать, мы знаково приспособлены к этому, мы должны тогда соотносить, вот как знаете, вот у нас в старых телевизорах, сейчас даже не знаю, как это устроено, но в старых у нас был вот этот ограничитель, да, то есть если свет гас, мы шли, ну там что-то его настраивали, да, то есть как бы, или вот тоже в пробках, да, то есть как бы если больше электричества, то он выбивало пробки, да, то есть вот такой какой-то механизм адаптационный, что если твоя деятельность переходит за границы, а сегодня мы знаем, вот еще один момент скажу, и может быть здесь тоже стоит показать, что шведы, да, то есть вот этот институт Рокстрёма, мы, кстати, встречались на одном из копов с ним, на предыдущем, на вот, не 29-м, 28-м еще в этом, я имею в виду мы, Биом, да, то есть как бы организация у нас там есть, вот, и они делают такой замечательный механизм, они говорят, что вот есть пространство жизни планетарных, да, то есть как бы 9 границ. Я почему говорю 6-9? 6 из них мы уже перешли. Здесь можно будет показать как раз радар Рокстрёмовский, да, то есть как бы что вот как раз там показано изменение климата, одна граница, то есть как бы что мы, то есть в каких условиях человечество в принципе может выжить. Понимаете, рассчитали параметры, 9 параметров. Азотный цикл, чистая вода, фосфорный цикл. Понятно уже, да, слова? Или не очень понятно? Понятно. Ну, понятно. Изменение климата, биоразнообразие. 9... Мы 6 перешли. То есть надо вернуться. Вот есть, возможно. Доклад Римского клуба, и вот 2 доклада, я тоже коллегам, может быть, мы положим их даже вот куда-то там вниз подкаста, да, то есть как бы мне очень нравятся эти работы, дают по ним пока надежду, ЦУРы дают нам надежду. То есть я верю еще, иначе бы уже совсем было бы плохо. Что делать? Антропоцен, сейчас доклад, и КОМОН еще есть 2 доклада, которые стоит посмотреть. Вот прямо каждому из нас, чтобы вот прямо Знаете, остановиться на краю пропасти, не и потом получится, чуть-чуть... сейчас, секунду, здесь не получится, каждый из нас, надо понять, что мы разные. Вот это очень важно. Потому что мы же и выросли как разные. Но имеется в виду, как человечество, мы очень разные. И вот эту разность надо учитывать. То есть, смотрите, как политик, ты должен поддерживать ту политику. Поэтому вот здесь начинаем дифференцировать по типам деятельности. Как политик ты должен поддерживать ту политику, которая направлена на сохранение естественных экосистем, а не на ухищрение. Потому что, смотрите, у нас же какое хищение этих экосистем. Пока ты ребенок, тебе говорят, ой-ой-ой, воду выключай, ручки там зубки чисти, потом выключай, свет выключай и так далее. Как только ты становишься высшим политиком, у тебя барсы на стенах, вода в фонтанах, и, понимаете, другая вот эта вот ценностная конструкция. Соответственно, значит, политическая механика должна быть переделана на такую, которая сохраняет механизмы жизни в этом уровне. В уровне экономическом и, собственно, правовом тоже, кстати, сейчас меня потрясло, я тоже оставлю это ссылки у вас вот в презентации, что, например, Европейский парламент, а Европейский парламент это такая непростая вещь, договориться, как бы там ее ни хаяли, вот в этом смысле в разных пропагандистских вещах, но они договорились о том, что закон восстановления природы, представляете, то есть как бы они вот нормально, то есть у нас уже есть закон о правах животных, да, вот как бы дельфинов, там кто-то, значит, есть права лагуны, вот даже такие есть вещи, то есть как бы вот, что у нее есть права, понимаете, да, то есть в правовое поле ввести новые операторы, понимаете, да, то есть в этом смысле вот эти как раз латуровские объекты, то есть как другого типа, да, объекты другого типа, это сложная работа. Вот, в экономику ввести все вот эти вот системы, которые, ну просто строй свою деятельность безопасно, бери, то есть выращивай эколога, выращивай, ну потому что мы не можем вернуться, вот, понимаете, вот это возврат к, извините, в «Игре престолов» это даже говорили, что если, говорит, корову подоили, сливки назад не засунешь. Вот я тоже, понимаете, да, я не знаю, смотрели вы это или нет, но там эта знаменитая дама Тиррелл, она тоже сделала очень много ошибок, да, но тем не менее вот этот вот текст, он важный. То есть мы не можем вернуться вот в эту дикость, не можем.
Мы со своим вот прекрасным всем, что есть, но мы можем в эту прекрасность деятельностную, понимаете, да, то есть мы как раз не призываем к этому, ввести механизмы регуляторы. Они должны быть экономические, они должны быть политические, они должны быть в образовании, потому что мы с вами можем, я этим, собственно, и занимаюсь, то есть я пытаюсь экономистам, юристам и так далее, то есть на уровне университетов и школ вот эти штуки вести. Получается плохо, дивно плохо, но что-то делается, понимаете, да? Вот, то есть как бы, соответственно, это вот на своем уровне. На уровне домохозяйств мы должны вести так, вот я уже спускаюсь на этот, такие типы, ну как бы, скажем так, деятельности, которые минимальны для экосистем. То есть и в этом смысле, если ты живешь, например, на Иссык-Куле, и у тебя есть задел, не вырубай, пожалуйста, ну там какого-то бережка, да, то есть как бы, то пойми, что Иссык-Куль, здесь тоже можно показать нашу, вот про живые фильтры Иссык-Куля, что на самом деле он чистый, только пока есть вот эти странные заросли вокруг, ну там облепиха, боярышник, там они сложно организованы, да, вот в зоне выклинивания, то есть оно очищает воду. Если мы все превратим в золотистые пляжи, мы получим грязную лужу, понимаете, да, то есть, как бы, соответственно, вот просто оставь какую-то часть, мозаично строй, построй буферные системы, понимаете, да, то есть, как бы, по-другому сделай переходы на дорогах, это все можно, понимаете, на самом деле знаний у нас теперь уже хватает об экологичности. Вопрос, чего не хватает? Воли политической, да, то есть, ну, там, какой-то, каждый раз чьей-то воли, понимаете, да, то есть, вот не хватает где-то воли политика, где-то воли экономиста, где-то воли того-то, ну, собственно говоря, деятеля, понимаете? Не хватает нормальных регуляторов. И вот эти вот все мировые системы, которые сейчас, вот мы про них же почему говорим? Потому что в 92 году, я вернусь туда, мировые лидеры договорились, что 3% мирового бюджета будут отправлены на экологию, понимаете, да? И так или иначе все вот механизмы, которые сегодня есть. А сейчас, кстати, чем замечателен вот КОП, ну, я знаю, что вы про него там как-то говорили, 26-й, да, например, что там большие цифры, передоговорились о цифрах на климат, понимаете, да? Но и тогда вот в этом смысле это появляется надежда. Я не вообще за экономический дискурс, но вы меня спросили, что в этих делать. Потом еще очень важно, например, рассматривать не границы государств, а, например, бассейны рек, а это уже гораздо сложнее. Понимаете, да? Потому что река, она может быть между несколькими государствами, и ее управлять надо бассейном. Но, знаете, я что еще скажу? Если вот мельчить, да, то есть как бы, то надо сказать, что никто в мире еще не знает, как правильно это делать, первое. То есть мы только придумываем эти механизмы, да, то есть я на большом масштабе знаю, да, то есть, ну, в смысле, есть знания на большом масштабе, но как только ты приближаешься до конкретных действий, все начинает плыть. Да, потому что, например, возобновимые источники, они еще не так прекрасно окупаемы, да, то есть, ну, много вот каких-то нюансов, да, то есть, как бы есть. Вот, хотя их надо делать. Почему надо? Потому что они сохраняют экосистемы. Понимаете, как у меня вот эта ситуация? И, как бы, которые сработают сами. Но я точно понимаю, что вот на сегодняшний момент надо заморозить все жесткие формы вот воздействия на экосистемы, понимаете, да, то есть не вырубать то, что осталось. Да, вот это надо заповедовать. Вот. И постараться восстанавливать то, что мы можем сделать. То есть Китай, кстати, это пытается делать. Другой вопрос, что вопрос вот этого, то есть ты не можешь посадить дерево вместо дерева, понимаете? Потому что то росло тысячи лет, вот и образовалось в таком виде, ты должен взять такую же матрицу. И мы, например, разрабатываем модели матричных экосистем, которые воспроизводятся. Беровская, все живое из яйца, экосистема только от экосистемы. Понимаете, здесь нужны вот такие меры действий. Но на уровне каждого человека это как можно меньше уничтожать дикость. Вообще к ней лучше не трогайте. Вы знаете, вот честно говоря, чем меньше ты туда ходишь, тем лучше. Тем лучше для всех. Владимир, вы как опытный лектор должны понимать, что вот резюмируя, вот кому будет лень или некогда послушать полностью наше интервью, вот коротко, может быть, даже в стиле ТикТока, да, вы знаете, коротко резюмировать про биоразнообразие, почему оно важно для... Вот самый главный тезис, да, спасибо, это то, что жизнь создает условия для жизни. И помнить, что мы живые, и, соответственно, мы должны относиться к живому как к чему-то очень значимому. Вот это как бы идеологический такой момент, да, то есть как бы механизмы сохранности жизни, они связаны с всеми областями жизнедеятельности нашей. Начиная от воды, заканчивая воздуха и, собственно говоря, про то, что мы говорим, и климат. То есть нормальный климат, нормальные экосистемы, то есть как бы развитые естественные экосистемы. Климат, то есть естественные экосистемы начали шататься, разваливаться и так далее,
Климат стал тоже шататься. Разрушены антропогенные системы, климат вышел из берегов и стал мотаться вот в других пределах. И в этом смысле давайте лучше оставаться в том мире, то есть вот, который ну, будет без переделок и трансформации. Мне кажется, вот это лучше. Ну да, потому что ты тогда остаешься живой, и самое главное, что ты даешь надежду своим потомкам. Понимаете, да? То есть наши потомки могут жить только с этими экосистемами. Какие-то другие, может быть, с другими, да, то есть, но тогда это уже будет не этот человеческий вид. Все понятно. Спасибо большое. С нами был Владимир Кротенко, глава экологического фонда «Биом». Экологического движения «Биом». Экологического движения «Биом». Спасибо вам большое. Спасибо Спасибо вам. Вам, что были с нами. До новых встреч. До свидания. Спасибо.